В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Елена Лоло. Здравствуйте. Главным политическим событием этой недели стало назначение нового премьер-министра Абхазии. Руководителем правительства стал экс-спикер парламента Валерий Бганба, который был назначен после трагической гибели Геннадия Гагуля в ДТП. Президент Рауль Хаджимба на представлении нового главы правительства обозначил первоочередные задачи Кабмина. Мной подписан указ о назначении руководителем Кабинета министров Валерия Рамшуковича Бганба, человека, которого все знают. И не сомневаюсь в том, что его знания и опыт будут использованы для того, чтобы в полном объеме сформировать наши бюджетные процессы, которые нам необходимо, как и положено по закону, представить в парламент в соответствующее время. Ну и вопросы, связанные с темой дальнейшего сотрудничества с российской стороной по инвестпрограмме. Кадровый состав нового правительства был объявлен на следующий день после назначения премьер-министра. Все министры сохранили за собой портфели. А между тем политическая партия ПСНы продолжила консультации с партиями Амцахара, Единая Абхазия и Форум народного единства по реформированию политической системы в Абхазии. Обсуждались в частности вопросы утверждения кандидатуры премьер-министра Народным собранием, формирования парламента по смешанной выборной системе. Участники встречи решили обратиться в законодательный орган с соответствующими предложениями. А в эти дни в республике активно идет подготовка к празднованию 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, до которого осталось совсем немного. На площади Свободы в Сухуми вовсю идет репетиция парада. В городах приводятся в порядок центральные улицы. До мелочей отрабатывается план различных культурных и развлекательных мероприятий, посвященных знаменательной дате. Все должно пройти на высоком уровне. Что ждет жителей и гостей столицы Абхазии в праздничные дни? Об этом нам рассказала начальник управления культуры Сухума Нала Хашек. Какие мероприятия планируется провести в городе, посвященные Дню Победы? Чем собираетесь удивлять горожан и гостей столицы? И вообще, какие флешмобы, может быть, планируются, акции? Вот, что интересного будет происходить? В первую очередь хочу поздравить с наступающим Днем Победы. Это святой праздник. Праздник для всех тех, кто проживает у нас в Абхазии. Администрация города Сухум, она проводит ряд мероприятий к 25-летию Победы. И в частности 27-го это день, который полностью с утра до вечера проводит администрация города. И с утра мы начинаем все мероприятия, в общем, с утра мы начинаем с возложения, 10 часов будет возложение у парка Славы. И потом уже начинаются все остальные мероприятия. В 15:00 вы можете прийти в филармонию. Там будет такое торжественное мероприятие постановочного характера именно по теме День освобождения Сухум. Будут принимать участие актеры нашего Абхазского театра, принимать участие артисты, эстрадные артисты. И я думаю, будет очень интересно. Приходите. Зритель может подумать, услышать. Это не просто развлекательный концерт, это просто постановочное такое мероприятие. И человек, который, может быть, гость попадет, будет гость, зритель будет гость, и он может понять, что в этот день, что это за день, 27 сентября, и он может просто практически эту хронологию этого дня проследить, как этот день нам достался. Мы будем показывать элементы хроники. Все это будет сопровождаться хореографией. Мы показываем с помощью стихотворений, стихов, песни, хореографии. Все это будет сплетаться, переплетаться. И, во всяком случае, мы постарались, я думаю, будет интересно. Потом уже мы плавно переходим в парк имени Баграта Шингба. Там уже другой формат мероприятия. Наша молодежь, наши студенты
с помощью наших студентов мы подготовили такое, значит, мероприятие «Остров поэзии». Будут звучать стихи, которые родились во время войны, после войны, тематика военная. Это вот мы делаем впервые, я думаю, будет очень интересная подача. Пожалуйста, приходите. Будет 17:30. «Остров поэзии». После этого мероприятия дальше можете пройтись по площадь Багапша, половине 7, это 19:30. Там будет праздничный концерт. Будут участвовать, вот впервые мы будем показывать рок-группа, инструментальная группа «Амзара». Они на базе вот абхазского этноса, у них будет баллада абхазского этноса. Очень интересная программа будет. Также будет участвовать Байка Джупа, ветеран Омар Сангулия, артисты. Также будет, там в общем 1,5 часа программа будет идти. И после этого концерта, вы знаете всем известный проект Харахаруари Хабы Эмухаджа в 20:00 будет уже показывать новый фильм, и будут звучать военные песни, новые военные песни. И в 22:00 будет праздничный салют. Это все, что касается 27 сентября. А Управление культуры еще 30-го, конечно же, будет много мероприятий, но в частности Управление культуры в 15:00 у колоннады тоже будет проводить концерт с участием певцов абхазской эстрады. Утвержден план государственных мероприятий по празднованию 25-летия Дня Победы и независимости Абхазии. Во всех городах и районах отметят главный праздник страны. К примеру, 29 сентября в Очимчире откроется памятник погибшим. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске памятной банкноты Владислав Арзема номиналом 500 абсар, это 5000 рублей, посвященной 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Впервые за всю историю Абхазии в нашей стране выпускается банкнота. Ее тираж 10 тысяч штук. На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента, а на реверсе абхазские воины, поднимающие знамя победы. Банкнота выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. Художники банкноты – Батал Джапоа и Тимур Кайтан. Как мы все знаем, в этом году в Абхазии грандиозное праздничное событие. Мы с вами будем отмечать 25-летие победы народа Абхазии в Отечественной войне. Это очень важная дата в истории современной Абхазии. И в этой связи Национальный банк хотел бы приурочить к этому событию выпуск одной памятной монеты 25 лет победы и впервые в истории нашей страны памятной банкноты. Учитывая, что она первая банкнота, безусловно, она будет пользоваться, как мы уже видим, большим спросом не только со стороны коллекционеров и нумизматов, но и со стороны наших граждан. Старт реализации этих банкнот мы планируем 30 сентября, в день праздника. Реализация этой банкноты во многом благодаря поддержке парламента, который в ускоренном порядке внес поправки в закон о памятных монетах, который позволил Банку Абхазии имитировать также и банкноту, за что мы выражаем благодарность, а также госзнаку Российской Федерации. Это наши партнеры, у которых мы всегда имитируем наши памятные монеты. Главный парад страны примет верховный главнокомандующий. В торжественном марше по площади Свободы пройдут до 1500 военнослужащих и 119 единиц военной техники. Это будет один из самых масштабных парадов Победы в новейшей истории Абхазии. Государственный телеканал будет вести прямой эфир, а для масштабности картинки и интересных ракурсов будут использованы все имеющиеся технические возможности госканала. Какой сценарий главного парада страны? Об этом в нашей программе рассказал первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Свежба. До того, как я буду отвечать на ваши вопросы, хотел бы в преддверии наступающих наших торжественных мероприятий хочу поздравить весь народ Абхазии с праздником, большим праздником, с 25-й годовщиной победы в Отечественном народе Абхазии. Это первое. Второе. На ваш вопрос, план сценария утвержден заблаговременно главнокомандующим вооруженными силами Республики Абхазия президентом. Утверждена схема построения, прохождения торжественным маршем, подписанным министром обороны. Это за 3 месяца до начала
непосредственно этих мероприятий. 30 числа в этот день построение личного состава будет осуществляться здесь, на этом месте, на этой главной площади, площади Свободы. В 10 часов 30 минут будет торжественное прохождение ветеранов Отечественного народа Абхазии. Сюда будем включать также, собственно, парад как таковой, это начинается в 11 часов. Но так как ветераны — это те лица, которые принесли этот День Победы, они пройдут первыми. Это будет шествие. Это торжественное шествие под двумя знаменами. Знамя Гумстинского фронта и знамя Восточного фронта. И также будут здесь и инвалиды Отечественной войны. Здесь военным комиссаром поставлены задачи для того, чтобы оповестить ветеранов, для того, чтобы на этот день прибыли здесь, на эту площадь, и участвовали в шествии. Речь идет о всех ветеранах войны? Ну, все наверняка это не будет, потому что по районам также будут проводиться какие-то торжественные мероприятия. Всех ветеранов у нас нет таких возможностей, и площадь тоже не позволит, но оповещение будет, мы не ограничиваем, то желание есть. Заслуженные, они принесли этот День Победы, и поэтому они имеют полное право торжественно пройти по главной нашей площади. А какое количество военнослужащих будет принимать участие в В параде? 11 часов уже по звуке фанфаров начинается открытие парада. В параде участвует до 1500 человек. Это сперва пройдут пешие колонны парадного расчета вооруженных сил Республики Абхазия, а также дружественных государств. В частности, впервые мы пригласили участие в составе пеших колонн. Будет одна коробка вооруженных сил Республики Южная Осетия. Будут здесь 3 коробки от 7-й российской военной базы, которая дислоцирована здесь на территории Абхазии. Погрануправление ФСБ России в Абхазии 1 коробка. Вот. Также будут участвовать казаки, ветераны Отечественной войны. Итого общее количество составляет более 1500 человек. Скажите, добровольцы будут принимать Добровольцы участие? будут, да, также добровольцы будут принимать также в шествиях. Но непосредственно этим занимается администрация президента, которые и приедут, и наши добровольцы, они будут участвовать вместе с нами на этих праздничных мероприятиях, не только связанные с прохождением парада, а также и другие торжественные мероприятия, которые в этот день или накануне будут проводиться. После прохождения пеших колонн пройдет техника. Здесь будет и колесная, и гусеничная техника. Общее количество задействованной техники будет 119 единиц, включая авиацию. Мы впервые, надеюсь, что погода даст, впервые на небе над этой главной площадью будет поставлен дымы, именно наш флаг Республики Абхазия. Это тоже впервые будет происходить. Еще одно новшество, которое ввели, это то, что парад от начала до конца будет проходить на абхазском языке. И после завершения парада, после прохождения техники, будут проходить здесь бессмертный полк с фотографиями погибших, родственники, друзья, вот по этой площади. После них завершают у нас дети. Вот по линии Минобразования дети здесь также будут принимать. Это как бы подрастающее поколение, и дети здесь будут проходить. Вот на этом и завершается праздничное мероприятие. Скажите, а по времени это сколько все будет продолжаться? Мы рассчитываем, что это время мы будем еще уточнять на генеральной репетиции, которая будет проводиться 28 сентября в 11 часов. Возможно, что на 5-10 минут какие-то вперед или назад мы будем двигать время, а так мы рассчитываем 1 час 40 минут.
Желающих увидеть парад будет наверняка очень много. Как будет обеспечиваться безопасность зрителей? Главнокомандующим президентом поставлена задача всем руководителям силовых структур, которые имеют отношение к тому, чтобы обеспечить безопасность граждан, и которые здесь соберутся, будут проводиться свои специальные мероприятия заблаговременно до начала парада. Вот. И места, где будут находиться, здесь будет закрыта площадь, будет закрыта турникетами. Это задача поставлена министру внутренних дел, непосредственно начальник ГАИ здесь находится, вот, служба государственной безопасности. Ну, то есть все силовые структуры, которые имеют отношение к этому, они выполняют свои специальные задачи. Еще, может быть, вы информированы, в этот день будут перекрыты центральные улицы Сухума от проезда автотранспорта. Скажите, вы можете сказать, какие улицы будут перекрыты? Но конкретно сейчас все эти улицы, они схематично не отображены и они утверждены, потому что здесь будет большое количество колесной и гусеничной военной техники, и их надо все сопровождать. После парада они уходят в пункты постоянной дислокации, что в восточную, что в западную сторону, и поэтому обеспечить обязаны. И поэтому здесь будут и машинное сопровождение, конечно, дороги будут перекрываться, потому что было удобно передвижение военной техники. Более подробно, где какие улицы будут перекрываться, это вы можете спросить у начальника ГАИ, министра внутренних дел, они более подробно вам скажут. Скажите, на случай непогоды вы как-то прогнозируете вот эту ситуацию? В случае ухудшения погодных условий тяжело будет авиации. Вот именно что касается самолетов. А вертолеты, они полетят. Будет красочно, конечно, если хорошая погода будет. Ну, надеемся, что будет все хорошо. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Жители Абхазии и гости столицы смогут принять участие и в других праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и независимости. К примеру, на стадионе «Динамо» в Сухуме зрители смогут увидеть музыкально-танцевальную композицию, посвященную Дню Победы. В эти дни ежедневно на большом поле стадиона репетируют артисты и участники различных танцевальных коллективов Абхазии. Несколько десятков танцоров добиваются синхронности движений под руководством режиссера Тимура Квиквискири. На репетиции побывала Белла Кварчия. Раз, два, три, четыре. Одновременно выполнить танцевальные па, попасть в такт, ухватить ритм. Трехчасовая репетиция в самом разгаре. Режиссер Тимур Квиквискири ставит задачу. Артисты подтягиваются, раз за разом повторяют движения до тех пор, пока их не одобрит постановщик. Все вместе! 30 сентября музыкально-героическая танцевальная композиция должна стать одним из самых ярких событий праздничного дня. Творческий почерк Тимура Квиквискири уже известен абхазским зрителям. У всех в памяти яркое с элементами драматизма шоу на церемонии открытия чемпионата мира по версии Канифа. Здесь же, на стадионе. И в этот раз в столь знаменательный для Абхазии день – День Победы – планку снижать никто не собирается. Посредством танца и музыки артисты расскажут о войне, о разных ее моментах, обыгрывая вечную тему борьбы добра и зла. Мы не стали уходить в детали, в какие-то в частности, как говорится, такими широкими мазками расскажем немного о хронологии войны, то, как происходило. Поэтому у нас поделено все на две части. Война между добром и злом, между черными и белыми. Как бы вот в этом заключается основная концепция. По замыслу автора композиция делится на две части – хореографически театральную и танцевальную. Воплощать их будут артисты из разных коллективов Абхазии. Госансамблей песни и танца, Шаратын и Кавказ, ансамбля «Культ просвет училища». Для участия в композиции будут приглашены артисты из братских республик Кавказа, символизирующие собой добровольцев, ставших на защиту Абхазии. На репетиции не все гладко. На ошибки танцоров указывает режиссер-постановщик, иногда нервно. Для человека линию держать очень легко. Но здесь стоит 10 человек. И чтобы 10 человек держали линию, надо ее держать. Это момент эмоционального всплеска, я так бы назвал. Да, немного экспрессии, и тогда все получается. И у танцоров они меня слышат, и я тоже выбрасываю, видимо, какую-то ненужную энергию наружу. Поэтому нормальный процесс творческий.
За 10 дней репетиций артисты должны довести шоу, как выразился режиссер, до ума, убрать все шероховатости, отточить движения так, чтобы они четко ложились на музыку. Представление будет идти в темное время суток. Много света и огня обеспечат техники из России. Действие, которое развернется на стадионе, не должно уступать сценической постановке. Впереди много работы, но режиссер не боится ответственности. Есть понятие ответственности, конечно, которое лежит на плечах, поэтому думаешь не о том, как будет проходить именно в тот день все, а что нужно сделать завтра, послезавтра, додумать, все ли хорошо. Вот об этом, правда, сидишь и думаешь. Мне нравятся некоторые моменты, которые, я считаю, что должны украсить какую-то общую часть, где бы все должно было идти ровно, но вот есть эта изюминка, которая, вот эта ровность, без которой на самом деле не обойтись. Вот, она украсит ее, сделает ее такой более, что ли, цветастой, не знаю. С авторами музыки Анри Гумба и Тимуром Агарба у режиссера полное взаимопонимание. Оно не раз сослужило им хорошую службу в их прошлых проектах. Анри Гумба внимательно наблюдает за действием на стадионе. В процессе репетиции ему, возможно, придется внести изменения в музыку. Я сегодня на первой репетиции, да, пока все проходило в студии, но уже пришло время, когда нужно смотреть уже вот на деле, скажем так, и привносить какие-то изменения. Где-то у нас размеры там слишком большие в музыкальном плане, где-то нужно уменьшить, укоротить, добавить какие-то инструменты, и вот уже в ходе репетиции мы это определяем. Музыка рождается на ходу. Во время репетиции авторы что-то дописывают, что-то убирают, а что-то полностью меняют. На данный момент есть 6-7 композиций, которые разучивают танцоры. Музыканты работают над новыми песнями. Вопрос о том, кто их будет исполнять, пока открыт. Если прислушаться, в музыке, которая звучит на стадионе, народные и современные мотивы. Задача от режиссера стояла такая, чтобы присутствовали, конечно, все-таки наши мотивы абхазские, но при этом, чтобы это было что-то не совсем фольклорное, народное, а именно современное, как что-то из кино, может быть, то есть из современных представлений, шоу разных. Вот, и потому мы старались не отходить от этого формата. Мы используем и наши народные инструменты, где-то и гармошки, где-то абхерца. Вот. И в основном, конечно, это все-таки классические, там, скрипки, флейты, трубы, барабаны, то есть вот в таком ключе все. Танцоры репетируют по несколько часов в день, сменяя друг друга. Пока кто-то отдыхает, остальные работают над движениями. Оператор за музыкальным пультом точно следует командам режиссера. Зрители, а это в основном друзья и коллеги по цеху, внимательно следят за тем, что происходит на стадионе. Даниил Джинджоля – студент культпросветучилища. Говорит, здесь он вместе с друзьями, которые так же, как и он, подолгу трудятся, чтобы выступить достойно в важный для страны день. Очень сложный, но в то же время и приятный, то есть потому что мы перед 8000 людьми будем выступать. Это подарок, это в общем нам, перед людьми на 30 сентября, это такая честь перед всеми ними выступать нам. Все будет масштабно, красиво, больше здесь ничего не надо. Все, что я хотел, уже здесь все будет. В общем, так я вам скажу. Ты волнуешься? Нет, совершенно нет. Что ты думаешь об этом дне? Великий день, больше об этом ничего не надо говорить. Все, великий день. 30 сентября Сухумский стадион «Динамо» встретит зрителей светом рамп и музыкой, которая напомнит о том, как досталась Абхазии победа. А чтобы праздник получился по-настоящему зрелищным, ярким и эмоциональным, сегодня здесь без устали работают наши артисты, нарушая тишину вечернего Сухума то барабанной дробью, то громкими командами режиссера. Белла Кварча для событий недели. Победителем скачек на Кубок президента Абхазии стала лошадь по кличке Запрет под управлением жокея, мастера спорта международного класса Мурзабека Капушева, владелец скакуна Беслан Абхазава. Приз президента Абхазии разыгрывался в субботу, 22 сентября, на Бзыбском ипподроме в забеге на 3400 метров. Традиционные конно-спортивные состязания посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба, члены правительства, посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Приз победителю вручил лично глава государства. Конно-спортивные соревнования на Кубок президента Абхазии проводятся вот уже несколько лет подряд. В этом году они приурочены к 25-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.